власти Польши задержали у себя в Польше казахстанского дипломата по обвинению в шпионаже. Здесь очень важны детали, потому что в деталях кроется самое главное. Дело в том, что в Польше задержали помощника военного атташе, который работал в посольстве Казахстана в Украине, но задержали его в Польше. Это очень важно. Почему? Потому что дипломатический иммунитет у него был только на территории Украины. И вот каким-то боком казахстанский дипломат поехал в Польшу, что-то там фотографировал, собирал информацию, был увлечен в шпионаже, был пойман за ручку и, соответственно, водворен под стражу и арестован. В настоящее время, спустя 2 дня после того, как Кастак опубликовал об этом новость, военное ведомство Казахстана распространило пресс-релиз, в котором признало, что действительно, оказывается, такой факт имел место быть. Но самое интересное, опять-таки, происходит чуть позже. Выясняется, что казахстанский дипломат был увлечен в шпионаже в пользу другой страны, не Казахстана. Выяснилось, что он собирал сведения для России, и это очень похоже, знаете, как некий такой аутсорсинг. То есть предполагается, что вроде бы это похоже как на OLX, где шпионы разных мастей и калибров могут дать объявление, типа того, что шпионил недорого, качественно. Вот то же самое произошло с нашим казахстанским дипломатом. Разведпотенциал возможностей России с начала полномасштабной войны достаточно сильно сократились. Агентурные сети, скажем так, под прикрытием представителей спецслужб, они лишились, скажем так, места своей дислокации и были выдворены. Произошла в Европе очень сильная зачистка, поэтому России приходится прибегать вот к таким методам. Да, вот то, что произошло с нашим гражданином, это в принципе вполне естественно, ожидаемо даже, можно сказать. Выглядит так, что просто завербовали российские власти, спецслужбы, давали поручения, он выполнял. На территории Казахстана тоже должно быть возбуждено уголовное дело в отношении этого человека.